В Урмарском районе после прокурорского вмешательства девушка-сирота получила благоустроенную квартиру. Прокуратура Урмарского района провела проверку соблюдения жилищных прав по обращению 22-летней местной жительницы, обладающей статусом лица, оставшегося без попечения родителей. Установлено, что заявитель уже более 4 лет находилась на специализированном учете в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Нарушение требований действующего законодательства в течение длительного времени жилое помещение ей не предоставлено, несмотря на то, что какого-либо жилья в собственности или в пользовании у нее не имелось. В целях защиты жилищных прав прокуратура обратилась в суд с исками о понуждении администрации Урмарского района предоставить нуждающееся благоустроенное жилое помещение. Заявленные прокуратурой исковые требования удовлетворены в полном объеме. В настоящее время после вмешательства прокуратуры девушке предоставлена благоустроенная квартира. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело по факту нападения на водителя маршрутного такси. Прокуратура Ленинского района города Чебоксары изучила материалы уголовного дела по факту покушения на убийство водителя маршрутного транспорта, совершенного из хулиганских побуждений. По версии следствия, проведенного СУСКР, установлено, что около 7 часов 30 минут молодая девушка, находясь на переднем сиденье маршрутного такси номер 43, проезжая по улице Фучика города Чебоксары, без причины нанесла 23-летнему водителю автомобиля удар, имевшимся при себе ножом в область шеи. При этом ранее между указанными лицами каких-либо взаимоотношений не имелось. Вследствие активного сопротивления потерпевшего, оказания ему своевременной медицинской помощи и вмешательства иных лиц, пострадавший остался жив. Действия нападавших квалифицированы по части 3 статьи 30 пункта И части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». С учетом наличия в материалах уголовного дела достаточных данных о наличии у девушки заболевания, вследствие которого она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, прокуратура направила в суд материалы уголовного дела с постановкой вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера в виде лечения в специализированном медицинском стационаре. В прокуратуре Чувашии подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший государственный обвинитель». В прокуратуре Чувашской Республики состоялся финальный этап ежегодного конкурса на звание лучшего государственного обвинителя по итогам 2021 года. Целями и задачами конкурса, ежегодно проводимого в прокуратуре республики, является совершенствование профессионального мастерства государственных обвинителей, раскрытие их творческого потенциала и распространение положительного опыта среди молодых сотрудников надзорного ведомства. К участию в финальном этапе конкурса были допущены 8 сотрудников городских, районных прокуратур и аппарата прокуратуры республики, чьи конкурсные речи, прозвучавшие в рассмотренных с их участием уголовных делах, конкурсной комиссии были признаны наиболее яркими и достойными финала. Конкурсную комиссию возглавил заместитель прокурора республики Александр Кондратьев. Финальная стадия конкурса включала в себя решение практических задач и выступление с обвинительной речью. По итогам конкурса лучшим государственным обвинителем 2021 года признан прокурор Уголовно-судебного управления прокуратуры республики Александр Лаврентьев. Александр Лаврентьев после окончания юридического факультета Чувашского госуниверситета и службы в вооруженных силах России в 2018 году был принят в прокуратуру Чувашии и уже более года работает в Уголовно-судебном управлении аппарата прокуратуры республики. Второе место в конкурсе присуждено прокурору Уголовно-судебного управления прокуратуры республики Евгению Николаеву. Третьего места удостоен помощник прокурора города Чебоксары Сергей Васильев. Победители и финалисты конкурса были награждены в торжественной обстановке руководством прокуратуры республики. Прокуратурой Ядринского района в муниципальном учреждении выявлены факты работы водителей без необходимых медицинских обследований. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства, деятельности муниципального автономного учреждения Центр финансового и хозяйственного обслуживания Ядринского района. Установлено, что в нарушении требований трудового законодательства водители данного предприятия, осуществляющие трудовую функцию и деятельность, связанную с источником повышенной опасности автомобилем, допускаются к управлению автотранспортом, не проходя обязательное психиатрическое освидетельствование. По итогам проверки прокуратуры района в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований, по результатам рассмотрения которого виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В Шумерлинском районе прокуратура выявила нарушения на предприятии по производству и реализации пищевой продукции. Шумерлинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки помещений ООО «Традиции вкуса», осуществляющего деятельность по производству, хранению, расфасовке и реализации пищевой продукции, выявлено нарушения. Так, в используемых помещениях длительное время не проводился ремонт, нарушена отделка потолков, стен, полов, в имеющихся выбоинах скапливается грязь, черный грибковый налет. Раздевалка и санитарный узел для персонала не отапливаются, в связи с чем помещение для раздевания сотрудников, верхняя часть стен во влажном черном грибковом налете и плесени. Из-за наличия щелей между
между стенами и полами, отверстия в дверях. Помещения, где хранятся продукты, в том числе хлебные изделия, доступны для грызунов. Отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены сотрудниками организации. В производственном цехе отсутствуют раковины для мытья рук. В туалете к умывальной раковине холодная вода не подается. Горячее водоснабжение не предусмотрено. Отсутствуют документы на вырабатываемую продукцию и технологические инструкции по производству хлеба, а также сведения о безопасности используемого сырья. Помещение для хранения готовой продукции хлебного цеха не отапливается, не оборудовано приборами контроля за температурой и влажностью воздуха, что не позволяет проверить соблюдение условий хранения изготавливаемой продукции. Ряд имеющихся на складе продуктов находились на хранении в таре вторичного использования. Картонные коробки из-под алкогольной продукции, мороженого, кондитерских изделий. Личные медицинские книжки сотрудников в ходе проверки также не предоставлено. По результатам выявленных нарушений прокуратуре в адрес директора ООО «Традиции вкуса» внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые направлены для рассмотрения в уполномоченный орган. В настоящее время организация принимает меры по устранению выявленных нарушений.